Занимается более безалкогольными, алкогольными напитками. Ну, преуспевающий завод, экономика, все нормально. Но подождите, кто-то хозяин или это государство? Не, ничего государства там нету. Это же земли, откуда деньги были? Это собственные средства. Нет, никакие не собственные. Инвестиционная программа была, 500 миллионов было вложено туда. Нет, 500 миллионов это в компанию, фруктовую компанию, да. Но потом оно уже в селе Маркова, то, что были виноградники, фруктовые сады, они сегодня хозяевами, да, сегодня вы возрождаете эти сады именно на виноград, уже только перешли только в виноград. Вот где тут завод, наверное, который в Пицундах стоит. Ну, честно говоря, мы бываем там на заводе, но таких цифр, чтобы они государственные средства имели, это не только фруктовая компания, очень многие компании, которые по инвестпрограмме пользуются. И земли, и все самые лучшие места. Да, земли есть, они числятся. А публичные компании, интересно, как они же тоже кредиты давали? Это Гудрикш? Да. Они работают пока, да, больше на голубику переходят сейчас, но они работают в публичной компании. Фруктовая компания это для меня, которая информацией меньше всего владеет. Было до меня. Я думал, вообще, Виталий Александрович, вы больше знаете об этом. Не, я знал в свое время, но сейчас я не вижу, чтобы где-то принимали цитрусы, все, потому что эти желтые будочки так и стоят, мы новые строим. Нигде у нас повторяемся все время. Это в районных балансах находится, и сама надо где-то вот, не знаю, посмотреть налоговые. Посмотрите, потому что зачем новые хранилища делать? Ну, хранилища это нужны, ну, где заградконторы и так далее, готовые они стоят вот как памятники уже 20 лет. Мы их переведем в торговые павильоны. Не, куда-то перевести, раз вложены, если там туда, есть государственные средства, да. если, то... Это... Виталий Германович. Да.